Так, мы в эфире, да? Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 13 октября 2022 года, 14:06 по Берлину и 15:06, соответственно, по Джохару. Друзья, приветствую вас. Снова незапланированный стрим у меня. Напоминаю вам, что нам мешают доносить правду до людей. Наш канал в YouTube, канал реалити, запрещен на территории фашистской России, не один, а два. Этот канал также подвергается атакам, поэтому подписывайтесь на мои запасные каналы, на мой запасной канал здесь в ТикТок и в YouTube на канал реалити. Друзья, давайте поговорим, пишите ваши лайки, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Чем больше лайков, напоминает нам ТикТок, тем больше зрителей. Мы расскажем зрителям о вашей трансляции, говорит ТикТок. Спасибо всем, кто ставит лайки. Спасибо. Друзья, на фронте, как обычно, идут бои, тяжелые бои. Фашисты несут колоссальнейшие потери, с чем я, конечно же, всех поздравляю, но при этом, конечно же, я напоминаю, что гибнут и наши люди, которые защищают свою страну. Итак, я тут с экрана компьютера вам зачитаю. На сегодняшний день, на 13 октября, за прошедшие сутки уничтожено 420 русских оккупантов. Итого их стало 63 800. Огромное количество уже погибших, почти уже столько же, сколько русских оккупантов было уничтожено в Чеченской Республике. По крайней мере, ту цифру, которую русские оккупанты признавали. Это была цифра от 55 до 75 тысяч. По нашим данным, по нашим чеченской стороны данным, мы уничтожили до 220 тысяч русских оккупантов, а всего по системе ротации в Чеченской Республике побывало ментов, там, разных там МЧСников, росгвардейцев и так далее, до 5 миллионов человек прошло через Чеченскую Республику. Как-то так, друзья. И сейчас за 7 месяцев, 8 месяц войны, 63 тысячи. Ну, это огромные потери просто у фашистской армии. Но надо исходить из того, какими возможностями мы обладали. Я видел буквально вчера, несколько дней назад, фотографию в Facebook, где 2 или 3 чеченцев несут какую-то трубу. Она приварена на ножки, такая большая массивная такая вещь, но втроем могут они ее нести. Вот они ее тащат, и внизу подпись «Чеченский Хаймарс». Вот такими Хаймарсами нам приходилось воевать. Джавелины, которые есть у Украины, это для нас была просто недосягаемая роскошь. Сейчас эти джавелины можно встретить в любом подразделении украинском, в таком хорошем, приличном количестве имеется все это. Ну вот, биты русские будут однозначно, события развиваются стремительно. После того, как непонятно кто взорвал мост через Керченский пролив, русские террористы, как и положено террористам, нанесли террористические удары по мирным городам, по гражданским объектам в Украине. К большому сожалению, есть жертвы, к большому сожалению, чаще всего гибнут мирные люди. Хочу напомнить, что мы потеряли 300 тысяч гражданских лиц, в том числе наших граждан, которые русские якобы пришли спасать от нас. Но особенно в начале первой русско-чеченской войны, именно погибали русские, это жители нашего города Грозного, тогда еще города Грозного.
Сейчас же, опять же, спасая русских, бомбят Харьков, бомбят Мариуполь, ну и другие города, где по большей части живет русскоговорящее или чисто этнически русское население. Но я думаю, что русские проснулись, по крайней мере, те русские, которые живут в Украине, точно проснулись. Мы видим, что часть и в России русские проснулись, понимают, что их используют, что ничего хорошего это ни им, ни их детям, ни их будущим поколениям эта война не даст, а только плохое. Русские становятся во всем мире токсичными, их не уважают. Уважать и раньше, я скажу честно, вот в полном смысле, в моем понимании, в чеченском понимании слова уважение, не все далеко русские получали, к ним так относились, но, по крайней мере, были какие-то равные права у этих людей. Сейчас же русским запрещают получать визы. Я как чеченец очень хорошо это просто знаю. Нам не выдавали визы, русские террористы писали, что мы террористы, исламские террористы, что мы очень трудно воспитуемые, какие-то непонятные товарищи, которых лучше оставить им на съедение, чем им Западу придется иметь с нами дело. Ну, по истечению почти уже более 20 лет, да, четверти века, можно сказать, иммиграции чеченцев в Европу. Здесь, в Европе, мы живем в разных странах, например, в Германии, там около 50-60 тысяч людей. Не все они чеченцы, некоторые сдаются под видом чеченцев, но огромное количество чеченцев у нас проживает только здесь, в Германии. Так, у нас более 300 тысяч находится. Каждый день люди приезжают, особенно после этой мобилизации. Увеличивается это число, рождаются здесь дети, поэтому здесь нас приличное количество, и у нас за это время нету ни одного всплеска, как это принято в России называть, такие классифицирующие преступления по этническому признаку какие-нибудь, да, там определенного рода кражи, ну или же кражи это не для чеченцев, там, скажем так, какие-нибудь там разбои, да, чеченцы в России как бы больше совершали разбойные нападения, именно я имею в виду преступников, не нацию я сейчас имею в виду, а именно преступников. Так вот, здесь в Европе у нас нету ни одного преступления, к которому можно отнести чеченцев, что вот чеченцы занимают. Это не теракты, это не разбои, это не торговля наркотиками, хотя и там, и там, и там, конечно же, присутствуют и чеченские преступники, как и везде. Ну что вот это как-то выделяет чеченское общество из остального сообщества приезжих и неприезжих, и местных, которые тут тоже совершают преступления, конечно же. Нет такого преступления. Хотя некоторые другие этнические группы, которые приезжают в Европу, они совершают определенного рода, не буду сейчас называть, чтобы не обидеть никого, но, например, Германия у нас определяет определенную этническую группу, я вот слышал, ну, не то, чтобы они как их называют, как этнические, по национальности, просто не говорят, из какой страны приезжают, и за определенный срок происходят кражи в домах, особенно таких далеких, таких отдаленных частных домах, деревушках, где люди уезжают на целое лето там, или на каникулы, или еще куда-то, и у них просто происходят кражи. И этим промышляют определенные люди. Также определенные люди из определенной страны. Также, например, происходит определенный, тоже не буду называть, это уже не постсоветское пространство, но тоже из соцлагеря, которые совершают, например, преступления, связанные с наркотиками. Тоже огромное количество. Ну и, конечно, везде, во всех этих группах присутствуют русские, которых я назову все-таки. Поэтому вот таким образом Россия пытается представить нас всех плохими, показать, что мы несостоявшаяся какая-то народность или группа бандитская, какое-то племя, вот приблизительно вот так пытаются представить.
Но, к сожалению, факты говорят об обратном. И теперь русские сами этого коснулись. Я против того, чтобы гнобить русских, которые сюда приезжают. Среди них есть абсолютно порядочные люди, которые, конечно же, есть среди русского народа. Я не говорю об украинских русских или там о чеченских русских. Я говорю именно о русских в России проживающих. Более мерзкими, более гнусными могут быть и чаще всего бывают такие кавказские подхолопники, которых я так называю, которые душой и телом за Россию. Ну, вот эти люди просто вообще самая интересная категория. Ну, а так, конечно же, люди будут получать, россияне будут получать за то, что творила их страна, обратно бумерангом прямо по макушке будут получать за то, что не сдавали квартиры, они молчали. Например, у нас в Москве, где я прожил достаточно много лет, не сдавали квартиры жителям с Кавказа, Средней Азии и так далее. Я постоянно ругался, постоянно меня это возмущало. И я никогда не слышал, чтобы русские возмущались по этому поводу. А это открыто в газетах, в интернет-изданиях. Есть такой сайт cian.ru, немножко прорекламирую его, который самый большой в России и занимается вот сдачей, продажей недвижимости. Сдачей в аренду и продажей недвижимости. И там открыто писалось, можно было снять квартиру с животными домашними, с собакой, с кошкой, но только чтобы это были русские. Ну или на крайний случай говорили славяне. Славяне говорили. И я никогда, вот вы не поверите или поверите, никогда не слышал, чтобы возмущались русские. А ведь это же потом возвращается к тебе. Не к тебе, так к твоим детям, не к детям, так к внукам. Нельзя ж так и быть таким даем, да? Так что как-то так даем. Так, друзья, давайте я почитаю ваши комментарии, а то я могу долго разговаривать. Так, мужчина, перестаньте врать, говорит. И хорошо, врать не буду. Буду говорить только правду. О, да ты дудаевец, стопроцентный, да он. Так, вітання з Херсонщини, Славочки, героям слава, Артур. Так, привет из Донецка, Слава Ичкери. Витаю, Донецк, героям слава. Ваше мнение о Рубате. Ну, я уже 100 раз говорил о мнении о Рубате. Что еще вы от меня хотите услышать? Почему вам так эта женщина, которая уже не занимает никаких постов, ничем не занимается, просто там, ведет какую-то там публичную деятельность, так вас интересует? Что такого? Неприятно вам, что она так поступила? Ну тогда сделайте что-нибудь, чтобы сгладить этот дискомфорт. Сделайте что-нибудь сами. Сделайте так, чтобы всей вашей жизнью вы могли доказать, что вы преданы идее, верны этой идее. Отдайте свою жизнь, посвятите свою жизнь. Не погибнете, а посвятите свою жизнь борьбе против террористической банды ФСБ и ГРУ. И вот это будет вам ответ, если вас это задевает. А если вы хотите просто поговорить о какой-то женщине, которая относительно уже не молодая, которая болеет онкологией, я не понимаю просто таких людей. Особенно, если это говорят мужчины. Это вообще бывает очень весело. Да, да, неправда, достаточно преступления именно чеченской нации. Говорит НКЗ Аллаху Акбар. Например, скажите мне, какое преступление, я же говорю, есть преступления, на которые чеченцы не идут. Например, заниматься содержанием притонов у чеченцев считается, ну, по крайней мере, в России, я не знаю, может, здесь в Европе имеются такие, это считается западло, это если про преступный мир вам говорить. Кражи тоже чеченцы считают таким несерьезным занятием в России.
Поэтому, конечно, есть преступления, которые чеченцы, которые именно преступные элементы из чеченского общества, идут более охотно на это преступление. Но вы мне скажите, я говорю вам про статистику, что есть какая-то статистика, что вот эти чеченцы, пускай даже в процентном соотношении, да, нас всегда было немного, хотя всегда были на виду. Скажите, назовите одно преступление и какую-нибудь страну, европейскую, не вашу, фашистскую или какая у тебя там страна, ну ты, видимо, подхолопник из России. Поэтому скажи, какая страна в Европе говорит, что вот чеченцы, например, допустим, в Германии совершают, ну, там, убийства или грабежи, что вот это именно вот они статистику поднимают, и что они такие неуправляемые, как Россия нас уже 400 лет пытается сделать покорными, сделать управляемыми. Ну, может, дело все-таки не в том, что чеченцы преступники, а дело в том, что Россия сама империя, которая хочет покорить чужой народ, и дело вообще здесь не в наклонности определенных людей из определенного общества совершать преступления. Может, дело в том, что весь народ хочет жить свободно, как все народы на этой земле, ну, по крайней мере, уважающие себя народы, мало-мальски из себя что-то ценное представляющие народы. Я не говорю про абсолютных холопов, которые готовы идти на смерть, только если какой-нибудь миллиардер Гибнюк предлагает им какую-то свою версию наказать вчерашних братьев славян, как они говорят. Вот просто у меня когнитивный диссонанс происходит каждый раз, когда приходится цитировать, как-то пытаться логически объяснить поведение русской ГБшной власти и поведение вот этого холопного народа. Ну и вот этих мерзких подроссиянцев с Кавказа, которые душой и телом за фашистскую Россию, как вот, например, вот этот Аллах Акбар. Дневной стрим сегодня. Да, ассаламу алейкум, Машуоля. Ва алейкум ассалам. Соу Амад Чавик Машуоля. Ассаламу алейкум из Турции. Ва алейкум салам, Амад. Привет с Украины, витаю Украина. Почему американский флаг повесан на свой рядом поставил? Потому что, чтобы ты каждый раз, каждый стрим меня спрашивал. Доброго дня с Киева. Витаю, Юля. Ассаламу алейкум, ночи. Ва алейкум ассалам. Так, спасибо вам за правду. Пожалуйста, тетя Лена, вас, пожалуйста. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, Рубете, суну баца, суну хавоти маусу. Просто ой, зерцун, суцундел, хахцейна. Живу в Германии уже много лет, и я среди всех национальностей, и не надо лгать. Ну так, я не понял. Хватает у всех. Мы говорили, что чеченцы в России, точнее, я пытался донести для тех, кто в танке, что в России чеченцы выделяют какой-то непокорный, непонятный, неуживчивый народ, который склонен к криминалитету. Я говорю, здесь в Европе мы не выделяемся на фоне других, как вы правильно говорите, национальностей, которые совершают преступления. На фоне мы не выделяемся никак. Я бы даже сказал, мы намного менее выделяемся. Даже немцы и удивлены, их статистика не складывается. Как это так? Тут это такие преступники, хотя активно нам здесь навязывали про вот этот радикализм и исламизм. Этому тоже есть объяснение. Конечно, есть радикальные товарищи, есть абсолютно отмороженные фанатики, но по большей части чеченцы, которые пережили страшный геноцид, пытаются как-то защититься. Мы сами по себе очень такая закрытая нация, да, ну, относительно, конечно. Ну, более закрытой я, в принципе, не знаю, если честно. Эта закрытость, она у нас там не как-то мы ее закрываемся там специально. Она у нас как-то естественно происходит, да. Но с учетом последних событий, навязывая вот в эти закрытые наши сообщества религиозные факторы, причем это очень хорошо ложится на то, что мы очень сильно задеты. Мы человек, люди, вот наша особенность, в отличие от криминалитета, у нас есть особенность, мы очень чувствительны к несправедливости.
Может, это в силу каких-либо обстоятельств, но я считаю, что одно из этих важных обстоятельств – это та война, которая 4 века мы ведем с фашистской Россией за то, чтобы этих мерзавцев не видеть и не слышать. Поэтому, ну, в этом направлении на нас очень легко религиозно, морально, психологически повлиять. Да, чеченцы пережили очень страшный стресс, и самое еще дополнение к этому страшному геноциду, военным преступлениям, акту агрессии, массовым преступлениям фашистской России, мы увидели не только молчание Запада, не только молчание всего цивилизованного мира, мы увидели пособничество этому всего. И это закрытие еще сильно произошло, и у некоторых людей утвердилось мнение, что весь мир против нас. Отсюда легко появился вот этот нарратив «все кафиры», то есть все враги, есть русские враги, которые пришли на нашу землю, а потом, когда весь мир отворачивается или даже помогает нас убивать, выделяет там какие-то там помощи, встречается, общается, принимает его в G7, G20 там, и так далее, ну, огромное количество вещей, которые мы наблюдали при пособничестве западных лидеров, у чеченцев возникает, и вот им подкидывают, сами же русские подкидывают. Есть такая тема у русских, которую они нас религией пытаются разделить. И вот вам подкидывают, да, русские и американцы это одно и то же. И у чеченца так, в голове молодого, необразованного чеченца возникает такая идея. А ведь так и есть. А ведь Клинтон приехал и дал 6 миллиардов. Ему, этому чеченцу, не надо объяснять, и ему никто не объясняет, точнее, что эти 6 миллиардов выделялись для того, чтобы там поддержать ядерный арсенал, биологическое оружие, чтобы люди в огромном количестве, нищие в России, не начали умирать с голоду и не произошел какой-нибудь социальный взрыв, который потом повлияет на то, что Россия начнет расползаться, начнутся какие-то войны и так далее, и так далее. Вот этими мифами, а иногда не мифами, западные страны запугиваются, в том числе Америка, самой Россией это происходит. Но чеченец видит только 6 миллиардов, которые выделяет Билл Клинтон, или кто там тогда был, Клинтон, по-моему, на то, чтобы там Россия решила какие-то вопросы. А Россия эти деньги вместо того, чтобы посылать на пенсию, она пенсию никому не поднимает, никакие социальные льготы не повышает, но посылает на войну, чтобы как-то задавить чеченцев. Ну и такие вещи происходят там всюду и постоянно. Далее, некоторые западные, например, политики откровенно, как, например, Шредер и другие подхолопники, они откровенно торгуют интересами Запада, а мы видим, что сегодня мы теперь свидетели тому, что Джохар Дудаев был прав, и что внутреннее дело Чечня внутреннее дело Россия, нарратив, навязанный фашистской Россией Западу, который Запад повторял, на что Джохар сказал, что настанет время, скоро настанет время, когда Запад станет внутренним делом России. Поэтому мы это уже видим, это уже отрицать бессмысленно. Теперь люди теряют миллиарды, страны теряют миллиарды, десятки, сотни миллиардов, да, будут триллионы терять. Еще неизвестно, до какого масштаба дойдет пик вот этого противостояния. И потом, когда фашистская Россия будет, и ее руководство в лице террориста Путина и банды ФСБ будут привлечены к ответственности. Вот до этого времени нас не слушали, нас оставляли в клетке с людоедом. И молодой чеченец, все это видя, он может сказать, ему подбрасывается нарратив, смотри, они же все христиане. Дело в том, что этому молодому чеченцу опять не объясняют, что русские, они не христиане. Их бог это Ленин, который лежит у них на Красной площади, и они его не убирают, даже несмотря на то, что коммунистического режима как бы якобы нет. Но есть этот человек, их бог, который массово убивал их же, миллионы русских убито и по прямому приказу Ленина, и после того, после его смерти, из-за его идеологии и вот той программы, которую он принес вот этому бедному, многострадальному русскому народу.
Ну, там много можно чего вспоминать. Все вот эти сатанистские вещи, вся вот эта террористическая банда КГБ, ФСБ и так далее, и так далее. Поэтому ничего общего с христианами они не имеют, и тем более они не имеют, и теперь молодому чеченцу, я надеюсь, будет легче понять, что и ничего дружеского и братского нет. И этот нарратив, что все кафиры наши враги, это тоже ложный императив, ложный вброс, который нам русские навязывали, навязывают. Но мы боремся с этим и пытаемся всячески свою молодежь в этом смысле направить на нужное русло, в нужное русло. Как-то так, Леон. Давайте к вашим комментариям. Так, Газ кучура знаца яхка окус отлика твиру. Тата усалум ждючил газюй из веществ куча. Казахстан, Ичкерия, туда, братья. Так, вечер хату, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Тайпан, милу, ала сон мазар хоук, сон наш хоук, тайпан. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Приятно слушать, умный человек, дуже дякую. Так, друзья, пишите комментарии, распространяйте ссылки на наш стрим. Пусть люди узнают правду, друзья. Теперь, так, что скажете насчет взрывов Белгорода сегодня? Ну, смотрите, я считаю, что Белгород это законная цель. Я не знаю, куда и где были взрывы, куда были попадания или подрывы. Я вот только сейчас от вас, Артем, это слышу. Я считаю, что Украина должна взять протекторат вместе с Чеченской Республикой Ичкерия над фашистской Россией при помощи Запада. Мы должны дойти до Москвы, мы должны освободить Москву и водрузить флаг Украины и Ичкерии над Кремлем с новым русским флагом, новым, не тем, который у них там белый, синий, белый, да, просто так быстро всплыл, так быстро все его приняли, ничего он не значит, просто кровавая вот эта полоска, красный ус я это называю, у них отклеился, кровавый красный ус отклеился. И нормальных русских найти, они есть, они потихонечку просыпаются, мы их будем выявлять, будем поддерживать всячески, и они должны сами быть очень активными, потому что на них лежит самая большая ответственность. И вот таким образом мы должны закончить с этой фашистской империей. Ну, конечно, самое главное и самое необходимое это суд над террористической бандой ФСБ. Это самое главное условие. Вот больше ничего важнее, ничего нет. Самое главное это суд над террористами, запрещение банды ФСБ, рассекречивание всех архивов, привлечение самых одиозных и кровавых преступников к ответственности, публичный, открытый судебный процесс над этим террористическим образованием. И вот, я думаю, вот так это все должно закончиться. То, что был взрыв моста, например, я не знаю, кто взорвал этот мост. Украина не берет на себя эту ответственность, значит, возлагать не хочу на нее, потому что, я очень хотел бы сделать, чтобы это взорвали украинцы, очень-очень. Наша сторона, чтобы это была. Это говорило бы о том, что мы можем это сделать, что у нас есть такие средства. То, что они есть у американцев, а это тоже наши, мы в этом не сомневаемся, конечно же. Но вот почему американцы отдали или не отдали, или отдают, вот этот вопрос другой. Но это им лучше там виднее, они сами разберутся, как вести войну, так как они ведут ее очень хорошо, я имею в виду ЗСУ и союзники Украины. Им советы мои не нужны. Но даже если это взорвали не наши, а сами русские, как я предполагаю, между собой грязня, там, между патрушевскими, путинскими, там, ФСБ против ГРУ, там, или ГРУ против ФСБ и так далее, то это тоже хорошо. Во-первых, психологически, морально всем, кто проживает на территории оккупированного Крыма, это такой хороший сигнал им, что быстро нужно валить. Также очень хорошо, что если есть грязня между ними, что эта грязня есть. Ну и вот этот мост, который такой
скрипоносный, я его называю Бигфордов мост, вот этот Бигфордов мост был подожжен. И это очень хорошо. В любом случае, вне зависимости, кто это сделал. Сделали наши, ну, чуть-чуть получше, чем даже если это сделали они между собой. Потому что если даже между собой грязня есть, это хорошо. Но я все-таки полагаю, что банда Путина в лице там, Пригожина, Кадырова, а Кадыров и Кадырова я называю путинское охранное предприятие. Это обычная банда охранников, телохранителей и исполнителей путинской воли, как и пригожинские. Так они фактически ну, имеют больше и духа, хотя сил у военных было бы больше. Вообще, военные могли бы стереть в порошок банду ФСБ, Кремль, всю вот эту банду Кадырова, Пригожина и так далее. Легко. Но они разобщены, они трусливы, как обычно. Среди них есть много агентуры из КГБ, ФСБ, которые не дадут им объединиться. Поэтому таких возможностей, я думаю, у них нет. И поэтому в любом случае банда Путина, она победит вот этой грязне, это значит, она усилится, эта банда, на определенное время. Поэтому лучше бы, конечно, это были наши, но в любом случае это хорошая новость. И также нужно отвечать, кроме, конечно, по чем ни в коем категорически, ни в коем случае нельзя бить по гражданским объектам. Это запрещено законом, международным правом. А все остальное на войне как олигархом, олигер, как говорится. На войне как на войне. Нужно бить везде и всюду. А чем отличается Белгород, там, не знаю, от Харькова? Чем отличается Москва от Киева? Я думаю, ничем. Там такие же люди живут, также имеют свои права и обязанности. Поэтому, если можно бомбить и устраивать бучу под Киевом, устраивать кровавую резню под Киевом, почему нельзя там разбомбить бункер Путина, почему нельзя разбомбить там Лубянку? Ну, это самые главные цели, по которым уже давным-давно нужно нанести удары. Проблема в том, что нет пока, видимо, такой возможности. Но все будет, друзья, все будет. Просто мы победим 100%. Это уже никак нельзя изменить. Русские будут сейчас умолять на коленях. Они уже молят. Сейчас, если, это мое мнение, хочу сказать, сейчас, если Украина скажет, мы готовы с вами заключить мир, вы выводите войска с Крыма, с Донецка, Луганска, со всей территории Украины, восстанавливаете все, что разрушено. Я абсолютно убежден, я 100% убежден в этом, что русские на это согласятся. Другой вопрос, что они, во-первых, не восстановят все, как только чуть-чуть наладится, наберутся сил, выявить сейчас, когда Украина начала оказывать сопротивление, я вам как на чеченском опыте это могу рассказать. Когда началась первая русско-чеченская война, русские не знали, кто будет им противостоять. Я имею в виду в кадровом составе, там, в персональном составе. И после первой русско-чеченской войны каждый чеченский командир, каждый чеченский политик, активист были выявлены. И потом уже было дело техники, как над ними работать, кого ликвидировать, кого там запугать, кого там взять на компромате, кого убить, ну там, ну еще. Что можно предпринять по отношению к этим лицам. У каждого есть родственники и так далее. А в этом они специалисты. Поэтому, если произойдет эта передышка, то родственники Залужного, родственники Буданова, родственники там остальных ребят, мужчин, офицеров, женщин, которые сражаются, активно ведут борьбу, они будут выявлены и потом будут уничтожены, дискредитированы, друг с другом стравлены, друг на друга натравлены и так далее. Поэтому я просто знаю, как это будет происходить, друзья. Мы это уже все прошли на себе. И тогда вам уже будет трудно, потому что эти лидеры, которые сейчас появились на этой войне, украинские лидеры, они будут, они на них, вокруг них, каждого лидера, группируются определенные люди, которые им доверяют.
Именно поэтому они становятся лидерами, потому что им доверяют, их уважают и так далее. И вот нужно лишить всех лидеров, верхушки, головы нужно лишить. И так, именно так с нами и поступила фашистская Россия. Все наши лидеры выявлялись, уничтожались, оставлялись и имитаторы, пододвигались к лидерам имитаторы, да, и вот проводилось такое действие. И знаете, я постоянно говорю, давайте не будем приглашать там на украинские телевидения разных там пророссийских или российских там разных экспертов, комментаторов и так далее, и так далее. Но Украина приглашает, дает гражданство. Например, дали Невзорову гражданство. Ну, позорище просто. Украина опозорила себя, это администрация себя опозорила просто на поколение, дав Невзорову гражданство. Это такой плевок был и чеченцам в лицо, и всем нормальным людям, которые знают, кто такой Невзоров и так далее. Но, например, есть Пономарев, ему дали еще раньше гражданство. Пономарев, например, были, помните, массовые убийства военнопленных 29 июля 22 года. И тогда русские вынуждали, и я вот тогда же 29 июля или уже 1-2 августа, я понял, к чему они это все, почему они убили тогда более 50 человек, как они заявили, там более 70 было ранено и так далее. Азовцы, военнопленные украинцы, помните, в Аленовке. И я понял, это делается для того, чтобы украинцы, которые сейчас завоевывают, знаете, это важнее, может быть, даже самой победы, военной победы. Сакральность, скажем так, если это можно использовать, это слово, сакральность в этой войне, святость украинского воина, святость украинской, сакральность украинской доблести, справедливость борьбы, которую ведет украинский народ. Немножко отвлекаясь, знаете, что делают русские? Когда они абсолютное зло, выступают против абсолютной справедливости и добра. И они не могут победить аргументами или идеей вот эту свободу, эту справедливость, против которой они выступают. В таком случае они пачкают эту справедливость и это добро. Да, до своего уровня они не доводят, дискредитируют, то есть, но хотя бы до какой-то степени они это доводят. Так вот, именно Пономарев, которого пригрели на груди какие-то ГБшные службы из КГБ УССР, я полагаю, и вот этот Пономарев заявляет, что взрыв машины Дугиной сделали там его какие-то товарищи, и он практически берет на себя ответственность, искажает текст, который якобы написан теми террористами, взорвавшими машину Дугиной и так далее. Короче говоря, тогда, 29 июля, в начале августа, я уже предположил, что это идет операция по дискредитации святости, сакральности украинского сопротивления. И в первую очередь Владимира Зеленского, который пригрел вот этих гаденышей у себя на груди Украины. И фактически Фейкин, есть такой, да, товарищ, который воевал в Боснии под руководством военного преступника, осужденного Гаагским трибуналом Радка Младича, вместе с Гиркиным, они вместе воевали именно тогда в Боснии. Это никого тоже не смущает. На бэкграунд почему-то никто даже не смотрит. И вот этот Фейкин, общаясь с украинской журналисткой, фактически напрямую говорит брать в заложники людей, захватывать родственников россиян, которые проживают или являются гражданами Украины, чтобы их обменивать на азовцев. Таким образом, играя на чувства, на святых чувства украинцев, у которых находятся в плену их родственники, их побратимы, они их вынуждают совершать вот эти страшные преступления для того, чтобы их запачкать. И в конце концов взрывается машина Дугиной, и потом
происходит то, что этот же Пономарев в интервью к Фейкину сообщает, что, ну да, вот Владимир Зеленский, он говорит, должен был, ему не нужны слова, ему нужны действия, нужно мочить там, а мы должны там и так далее. И мочат женщину, пропагандистку, матерую там, преступницу и все так далее, но не комбатанта. Поэтому на нее атака не могла совершаться, ну, не нарушая международное право. И она не самая главная там струна. Но это очень помогло сейчас поднять Дугина. Ну, они чуть-чуть сейчас притихли, заползли под корягу, видимо, потому что мы разоблачаем их планы коварные, преступные. Но я еще не до конца уверен, что они отказались от своих планов, потому что они будут находить преступления, которые совершают украинские военнослужащие. А на войне они, ну, в большом, малом иногда количестве случаются, к большому сожалению. Конечно, это нужно расследовать, нужно привлекать всех к ответственности, кто такие преступления совершает, с какой бы стороны они ни были. Но можно это так раскрутить, как именно было с чеченцами, друзья. Например, я вам тоже рассказывал случай, например, чеченцы взяли, у чеченцев, у нас у чеченцев был один очень такой образцовый боевой отряд, который очень сильные потери заставлял нести русских оккупантов, и они не совершали военных преступлений. Это были абсолютно стопроцентные бойцы чеченские, которыми гордился и Джохар Дудаев, и Хамзат, Руслан Гилаев, и все остальные. И вот нужна была дискредитация вот этой группы бойцов, и были подкинуты или случайно задержаны пленены четверо русских оккупантов. А вот эта наша группа, образцовая такая, самая одна из лучших наших групп, подразделения, они буквально за день, за два были в тяжелейших боях, в многих боях, где понесли потери наши бойцы. В том числе в одном из боев, вот за 2 дня до этого страшного преступления, которое было совершено бойцами из этой группы, был убит брат Доки Умарова. Тот брат Доки Умарова. И люди находились в состоянии аффекта. Им срочно привезли 4 русских военнопленных, надоумили казнить вот этих 4 человек. И 3 из этих 4, ну, вернее, 3 из этих бойцов, из этого образцового отряда, вывели этих людей и застрелили, и там одному перерезали горло. И это сняли агенты, которые должны были это сделать. Эта кассета ушла в мир, и это нанесло колоссальный удар и по репутации всего чеченского сопротивления, и по репутации вот этих бойцов, и по репутации Джохара Дудаева, который представлялся в мире очень таким честным, справедливым человеком. И на самом деле, это именно так и было. Мы не склонны были, как и вы сейчас, украинцы, не склонны совершать военные преступления и так далее. Это была провокация преступления. Но уже было доказывать поздно кому-либо. Эти 4 русских военнопленных офицеров были убиты. Эти бойцы наши получили, ну, невосполнимый имиджевый урон, скажем так. Наша сакральность была пошатнута. Что сделали русские после этого? Они же нам все это подстроили и так далее, и так далее. Но что сделали русские, когда уже война заканчивалась? Это было как раз незадолго до конца Первой русско-чеченской войны. Русские на этом фоне отменили, вернее, ввели мораторий на смертную казнь. То есть они только что совершили страшные преступления в Чеченской Республике, убили более 120 тысяч граждан, в Первую русско-чеченскую даже 140 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. Одновременно с этим
Они нас представляли людоедами, там, убийцами, отрезателями голов там, и так далее, и так далее. И одновременно Ельцин вводит мораторий на смертную казнь, за это его принимает евро, евро, в Европарламенте, там где-то ему какие-то там льготы полагаются. Ну, короче говоря, получается, Россия очень-очень демократичная, очень за права человека, очень гуманистичная и так далее, и так далее. Вот таким образом они, как говорится, как вода камень точит, как говорится, капелька капелька, и они могут вот таким образом довести уже вас самих до такого состояния, что вы уже считаете, что ну а почему бы и нет? Ну почему бы там не взять человека в заложники? Почему бы не там не пристрелить какого-нибудь человека на камеру, потребовав выкуп? И доводится до такого, до определенной вот категории состояния человека доводится. Ну, вам, конечно, сейчас в Украине намного легче, конечно, только говоря из-за того, что в Ютубе просто все российские каналы гасятся, пропаганда их вообще не канает никак. А Украина большое государство, 20 лет, более 20 лет было независимым, есть настоящие патриоты, есть ресурсы, есть профессионалы, и не говоря уже о военной поддержке и всем остальном. В этом плане вам намного легче. Ну и есть мы, которые можем вам подсказать, имея определенный опыт, гигантский опыт на самом деле противостояния с фашистской Россией. И когда они только начинают какой-то трюк, мы уже полагаем, даже если мы не знаем, что последует за этим, мы уже понимаем, что это начинается очередная схема, которая должна привести к определенному какому-то результату. Потому что все мы на себе это лично испытали. Нам не хватало теории, но практики у нас было больше, чем достаточно. Да. И вот сейчас вот буквально несколько дней назад мне тут писали, я не знаю, насколько это правда или нет, я не нашел информацию, но она, возможно, есть на английском языке, что Пономарев заявил, что фактически Дугину призвали взорвать и украинские власти. Потом, может быть, найдется какое-нибудь видео убийства какими-нибудь украинцами в состоянии аффекта, когда на их страну напала фашистская Россия, они там каких-нибудь пленных, может, там раз там пристрелили. Потом появится Пономарев, который скажет, что ему непосредственно Зеленский что-то предложил, ну и так далее, и так далее. И потом, далее, появятся основания русским пропагандистам здесь, в Европе, говорить, когда будут им говорить, да вы посмотрите на Бучу, они вам будут говорить, а вы посмотрите, что сделал вот ваш этот такой хороший, такой весь правильный Владимир Зеленский. И предоставляя факты, да, они будут натянуты за уши, где-то будут спровоцированы ими же ваша сторона, где-то будет фальсификация, но по большей степени это будет сделано более-менее так удобоваримо, чтобы можно было это принять. И я этого не хочу для Украины. Я этого опасаюсь. Я считаю, что это нам нанесло больше даже урон, чем военное противостояние, которое у нас было с ними. Потому что вы можете проиграть войну, но если вы останетесь на правильной стороне истории, то все ваши жертвы, они не напрасны. Вы сможете их спросить за эти жертвы. Вы можете рано или поздно, а мы сдаваться не намерены, посмотрите на нас, просто чеченцы, украинцы, я к вам обращаюсь. Мы перенесли ад, несколько адов на этой земле, плюс молчаливое согласие вот этого всего мира, в том числе, к сожалению, и Украины. Но мы не сдались. Мы потеряли землю, мы потеряли 300 тысяч человек, мы потеряли лучших своих умов, воинов, женщин, детей, мы все потеряли. Но мы не сдались, и мы не сдадимся никогда. А сейчас вроде бы казалось все уже, все проиграно. Русские уже считали, что они новых чеченцев создали.
Вот их пропагандисты, там, Собчак и Милашин, они открыто сидят и разговаривают, и рассказывают, что чеченцы уже другие, что они их переделали. И мне им фигу хочется показать, просто не буду сейчас показывать. Это не так. Мы никогда не сдадимся. И вы не сдадитесь, украинцы, тем более сейчас в этом положении. Но нужно сделать так, чтобы из этой войны выйти настолько победителями, чтобы эта история осталась на века вашим детям, вашим внукам, чтобы она стала в мировой истории. А нельзя сделать, русские не могут допустить так, чтобы Владимир Зеленский оказался героем, украинский народ оказался геройским народом, который сражался за свое право, ввел войну абсолютно соблюдая обычаи и правила войны, гуманитарное право, человеческие ценности хранились на этой войне. И украинцы стали святыми по факту в этой войне. Да, война это страшное дело, с обеих сторон там не всегда святые люди воюют. Точнее, святых вообще на войне быть не может. Но, с другой стороны, оказывается, а вы посмотрите, как говорят, например, на нас. Говорят, например, мы говорим, так вы же у нас устроили, вы у нас убили 42 тысячи детей, говорят. Да? Мы говорим. А нам говорят, а вон, смотрите, Басаев Буденовский роддом захватил, говорит. Ничего, что в этом Буденовске, это маленькое родильное отделение, самая большая больница в Ставропольском крае, и родильное отделение находилось там на углу, и оно далеко не самое большое. Там, это не роддом было, это была республиканская больница. Ничего, что они 42 тысячи наших людей убили. Ничего, что Басаев, когда понял, что их штурмуют, сразу же выпустил всех вот из этого родильного отделения, всех выпустил. Женщин, детей, младенцев и так далее. На эти вещи не обращает внимания. Поэтому, учитывая наши ошибки, наш опыт, хотелось бы, чтобы и у вас не было этих ошибок, и чтобы тот кол осиновый, который мы вобьем в сердце террористической банде ФСБ, он дал ростки, чтобы на нем появились листочки, и он зацвел, этот осиновый кол. Потому что он был в руке справедливого, честного и святого воина, который вбивал этот осиновый кол в эту дьявольщину. Так, друзья, я перемотаю, я смотрю много комментариев. Спасибо, что поддерживаете. Так. Салам Машал, дуаса Масага Дейлер, салам Машал. Та асан ма эрен до алил ваштек хума хир до ждать эрен дон нохчи барт хирбат сохчва сохуш бол. Родина моя Чечня, да. Мегер до. Так, смотрите, сколько набежало этих. Смотрите, Али, как же у вас подгорает, сколько у вас набежало. Какие же вы интересные. Это отлично просто. Я просто рад, что вы зашли и сейчас вот пишите все это, то, что пишете. Отлично просто, да. Батька наш Бандера, что-то ты молчишь про оппозицию во времена Дудаева и кто спонсировал вашу войну. А с нами Джимпутать Дуа. Це Дуа у нас Джимпутать. Привет, братан из Украины. Привет. Слава Украине, герою слава. Терем дусову Цанахам Хельчу. Так, друзья, вы молодец. Спасибо, Елена. Славочки, героям слава. Так. Спасибо за подарки, кстати, и вам, Мантас, и всем, кто ранее дал. Жалко мужика, бездельник, говорят. Почему вы считаете, что я бездельник? Если бы вы знали, какой я дельник. Так,
Пойдемте, да. Ответь, о каких человеческих ценностях ты говоришь Европе, говорит Киарас, да он. О человеческих, гуманных, Киарас. Ты просто не понимаешь. Я вас поддерживаю, вы все правильно говорите. Спасибо, Бонита. Так, спасибо за поддержку, желание помочь Украине. Согласен с каждым словом. Оставаться на стороне правды. Да, Марина, именно так. Хватит травить мир с Байденом. Абхазия сила. Ночи бахт хульш балари. Угар хал интернет чуах биш хульш бацар. В реале тем более хирбат. Родина моя Чечня. Смотри, здесь люди, которые сюда заходят и пишут гадости, по большей части это тролли, которые за деньги делают определенную работу. Поэтому то, что здесь мы видим в Украине, не всегда является отображением действительности, то, что происходит там в реале на улице. Поэтому ночи башт бухун, башт хира бухун. Единственное, предательша гаскшна бог белаш бой, иш эркусер бой, цен золотой паспорт служдовой. Золотой паспорт, отдельно золотой паспорт. А так у нас все отлично, не волновайся, да. Слава всем народам світу, добрым та вменяемым. Аминь, аминь, героям слава. Слава Украине, слава каждому доброму человеку, который за Украину. Героям слава, Александр. Слава Аллаху, я вас от души поддерживаю. Спасибо. Собака лает, караван идет. Совершенно верно. Дельник, вы молодец вообще. Дуже дякую. Так. Вот, здесь Минка тут пришла. Здесь у нас в Германии много есть прорусских холопов. Они иногда говорят на чеченском языке, к сожалению. К чеченцам они не имеют никакого отношения. Это паразиты на чеченском теле. Это люди, которые считают, что если их папы, мамы служили в фашистской России, они кормились на крови чеченского народа, что они хорошо говорят на русском языке, и поэтому остальные, кто плохо говорит на русском языке, они недоразвитые, недоученные и так далее, и что они должны как можно лучше лизнуть пятки русским, и из-за этого у них все будет хорошо. Это большая проблема, которую, к большому сожалению, не решил чеченский народ, вернее, чеченское руководство. Народ бы решил бы, руководство посчитало, когда начиналась первая русско-чеченская война в лице Джохара Дудаева, тогда президента нашего, мы захватили архивы КГБ, у нас были все данные на агентов, ну, может, не на всех, но на некоторых, которых удалось захватить. И мы посчитали, что развалился Советский Союз, не существует сейчас КГБ, того КГБ, появилась ФСК тогда. И есть надежда, что эти люди, они клялись, божились, что они все от КГБ отказались, будут служить чеченскому народу. И если выявлять этих людей, то кого они посадили, на кого они настучали там, и так далее, это все стало бы достоянием публичности. И мы, чеченцы, спросили бы, и не только с них, но если их нет в живых, мы спросили бы с их детей. И вот благодаря вот опаске вот за вот такое развитие событий, благодаря тому, что Джохар Дудаев был очень гуманным человеком, и мы все-таки надеялись, что нет уже КГБ и не будет кураторов, которые ими управляют, мы их пощадили. Когда закончилась первая русско-чеченская война, когда мы увидели, что все-таки вот эти предатели, которые служили фашистской России, выходят на стороне фашистской России и убивают нас, чеченцев, мы должны были их наказать. Вторая ошибка была совершена Асланом Масхадовым, который посчитал, что если сейчас начать с ними разбираться, то наша республика, которая находится в руинах, агентура, бандгруппировки, которые Россия собирала, как сейчас Пригожин со всех тюрем собирает, отправляла нам туда, это не только сейчас ведь началось, это всегда было. Русские всегда так воюют. Которые набирали кавказцев там с черными волосами, достаточно, чтобы его уже там, группу из 10 человек добавлялся один чеченоговорящий, и они орудовали, отпускали длинные бороды, иншаллах, машаллах, и типа они там какие-то борцы там за
чистый ислам и так далее, совершали похищения, убийства и так далее, и так далее. К большому сожалению, вот было такое. И Масхадов посчитал, что мы должны, я так полагаю, я не знаю, конечно, из чего он исходил, но я полагаю, что он посчитал, что если Россия не поможет восстановить республику, то нам будет это сделать самим невозможно. А если начать сейчас наказывать вот этих всех коллаборантов или же привлекать к уголовной ответственности военные и политические силы самой фашистской России, то есть во все международные институты, проводить, стучаться, проводить национальный трибунал в Чеченской республике Ичкерия и так далее, и так далее, я считаю, это было колоссальной ошибкой. Я считаю, это было очень большой ошибкой. Но я не знаю, почему он принял такое решение. Мы, короче, оставили. И теперь вот эти потомки вот этих, кого не добили тогда, пожалели, пощадили, которые умоляли, чтобы их пощадили, они нас не щадили. Они не щадили нас ни своим оружием, ни своим словом, ничем. Они хотели нас вывести просто как вид из чеченского общества. Они больше, чем русские, заинтересованы победить нас. Чтобы мы перестали сопротивляться, сломить нашу волю. Больше, чем русские заинтересованы, Кадыров, Даудов и другие третьи заинтересованы сломить нашу волю. Но, увы и ах, это невозможно. Невозможно просто от слова совсем, никак, никогда. Это невозможно. Чеченец остается чеченцем. Идея, которой живет чеченца, жить свободно, исповедовать свою религию, свою культуру, свой язык охранять, свою землю, свое достоинство, честь, она не может умереть, даже если убьют всех. Фактически, когда нам сейчас говорят, почему второй фронт не открывают, Чечня, там, украинцы, фактически вообще люди не представляют, что произошло. Просто людям, которые находятся в заложниках, которые пережили страшный геноцид, которых оболгали, представили, все это покрасили там в разноцветные цвета, повесили гирлянды и сказали, смотрите, какая красивая республика и так далее. А все эти дома стоят на массовых захоронениях. Просто люди молчат, мы не можем ничего сказать. Нас убивают за то, что я здесь говорю эти вещи. Моих дома родственников пытают, меня самого пытаются убить и так далее, и так далее. Поэтому, когда эти предатели, возомнившие себя, которые заинтересованы больше, чем русские нас победить, они надеются, сейчас мне пишут здесь разные гадости, что они уйдут от ответственности. Вот я вас уверяю, больше мы вас не оставим. Я знаю, что вам страшно, когда я это говорю. Вы ненавидите меня всеми фибрами своей души. Вы готовы меня убить. Возможно, у вас даже это получится. Но мы вас не оставим. И я это говорю не я как один человек. Я говорю как представитель чеченского народа. Вы все понесете ответственность. Все, кто служил России, кто убивал чеченцев, кто им прислуживал, мы каждого из вас знаем, вы это уже не скрывали, уже, к счастью, все имена, все имеется. Мы каждого будем находить и привлекать уголовной ответственности в соответствии с международным правом. Мы не будем беспределом заниматься. И именно потому, что мы хотим на века, чтобы в чеченском обществе мы заклеймили людей, которые перешли, и наказали, конечно же, чтобы другим впредь было неповадно. Чеченская нация возродилась в 1991 году. И мы сейчас крышу, наказывая русских преступников и наказывая фундамент, это была наша кровь наших воинов, юридическо-правовая сторона, это были наши стены, а крышей будет наказание русских военных преступников и их пособников в убийстве, в геноциде чеченского народа. Поэтому я слышу тут разные разговоры, давно я об этом говорю. Там, Ахмед Закаев там произносит имя Кутаева,
Там Руслан Кутаев есть такой русский коллаборант, работавший на Россию всегда. Но для того, чтобы мы как-то вынуждены были показать России, что мы не будем убивать этих коллаборантов, его когда-то включили в правительство Аслана Масхадова. Это тоже, я считаю, ошибкой. Но об этом попросили международные сообщества, там Тим Гульдеман лично об этом просил Масхадова. И как бы уважение к Тиму Гульдеману, уважение к международным институтам мы вынуждены были взять Руслана Кутаева в это правительство. Сейчас же нам снова хотят навязать, что вот там Руслан Кутаев, Магомед Даудов, Адам Демельханов, там, Милутига, Магомед Хамбиев там, и все остальные предатели, перешедшие на сторону русских, они сейчас будут как бы договариваться с ичкерийцами, я об этом давно говорю, и вот на этом фоне мы должны будем помириться там и как-то загладить и так далее. Так вот, такого не будет. Первый, кто будет требовать помириться с русскими, я еще об этом на чеченском языке буду говорить, да, Алмула, Дютер Шадега. Первый, кто начнет протягивать руку коллаборантам, кадыровцы это будут, кутаевцы из военных, там, ГРУ это будут, или ФСБшники, или кто-либо другой. Первый, кто им протянет руку, запомните, чеченцы, это предатель, который в овечьей шкуре, в шкуре ичкерийца находился среди нас все это время. Поэтому никакого примирения ни с кадыровцами, ни с ГРУшниками, ямадаевцы, кто там у них еще, какиевцы или алхановцы, кто бы вас не было, мы ни с кем не будем с вами договариваться. Все, кто были за Россию, должны будут получить желтый паспорт, я его называю золотой паспорт, вы получите желтый паспорт или же будете вообще лишены гражданства. А самые одиозные, на которых суд докажет убийство, преступление против чеченского народа, без сомнения понесут уголовную ответственность перед чеченским народом. Вот как-то так. И вот все, что вы здесь пишете, вы можете тут вы вообще никто. Вот то, что мне пишете, вы ноль. Вы из себя ничего не представляете. Те главари, которые стоят за вами, ФСБ, это будет ГРУ, это будет там, или какие-нибудь другие ваши там хозяева, вы все, они все понесут ответственность. А вы ноль были и остаетесь. Так. Далмула, все, будет очки. Далмула. Так, я перемотаю, друзья. Так. А вы кто лично? Какие у вас права и обязанности? Что вы за себя вывесите так? Этот человек болен, молитесь за него, говорит Рашид христианин. Что такое ичкерийц? Чечня процветает без вас. Некоторые чайки так и будут сидеть на диване. Тяг, да. Уже Кадыров. Здравствуйте, здравствуйте. Ахмад Сила, так, Ахмад Сила. Так, как ты далек от закулисья. Как ты далек. Если бы на сегодняшний политике Чечни бы не существовало от слова совсем. Кадиров красава, говорит. А почему она не существовала бы, ты не скажешь мне? Вот очень интересный такой вопрос. Говорят, если бы не Кадыров, который спас. Я, например, считаю, что Кадыров, Ахмад Кадыров ничего никого не спас. Просто силы чеченского сопротивления иссякли, ресурсы все иссякли, и сопротивление закончилось. Не закончилась идея. Нас можно убить всех, идея она останется. Родится новый ребенок, пройдет 20 лет, он вырастет, и идея, он может один возродить эту идею, заразив этой идеей новых людей и так далее. Она, если она приятна и нужна людям, ею заражается. Я вот не понимаю, когда вы говорите, что если бы не Кадыров, то там Чечни не было бы. А что с ней стало бы? Хорошо, ее бы не стало бы. А кто ее перестал бы, уничтожил бы ее? Правильно, русские.
русские террористы из банды ФСБ и ГРУ, там, военные банд, вооруженные бандформирования и ФСБшные вооруженные бандформирования. И что? И теперь нужно лечь под вот этих ФСБ и ГРУ, а потом идти снова уже воевать уже против свободных людей. У вас, мне кажется, нарушения конкретные. Вы меня тут обвиняете в психическом несостоятельности. Но мне кажется, у вас огромные проблемы. Так, друзья, давайте перемотаю. А сам, по мысли хорошие у тебя, ну наивные. Мировое сообщество, на которое ты надеешься, имеет другие. Странно, что такая маленькая и столько много по-разному говорят и стоят. Конец света не шутка, и читаю про себя. Салам. О, кто такой Ахмад? Салам алейкум из Украины. Ва алейкум салам. Так. Что скажешь о разговоре по телефону? Мне вообще абсолютно эти два человека идентичны. Мне абсолютно без разницы, что они там между собой говорят. Так. Ты меня без ответа оставляешь. Исмаил Бакинский, напиши еще раз. Я, может, не видел твой вопрос. Напиши еще раз. Вы каждый раз говорите, это желтый паспорт, хотите их сразу депортации за конюшт. Я слышал, вы говорите, вы никто из вас, это вы в целом за россиян говорите? Ну, не знаю, в каком конкретно контексте я это говорил. Я хочу сказать, что россияне не имеют никаких прав. Ну, да, я так сказал. Не понял я, что вы хотите. Все ждут вопрос, Леон. Ну, вопрос вообще ни о чем. Просто ты что-то сказал, в целом за россиян говорите. Да, я говорю и за россиян, я, ну, что говорю. Видать, не все чеченцы думают, что казахи с чеченцами побратимы. Наверное, не все казахи думают, что чеченцы с казахами побратимы. Такое тоже будет. Больше таких, как Дудаев, убрать Кадырова. Так, смуту он сеет. Да, правда, она такая болезненная, если честно. В детстве бывал в ваших краях, Ичкерии, Дагестане. Помню добрых людей, вкусную еду и чистый воздух. Да, приезжайте, скоро мы будем в нашей стране и можете приезжать. Будем ездить друг к другу в гости. Может, даже будем граничить Украина с Ичкерией. Посмотрим, да. Как-то так, друзья, как-то так. Да, Алмула, да, Алмула. Я тебе написал, что мы побратим, а ты проигнорировал мое сообщение. Ну, извини, я не увидел это сообщение, во-первых, если речь все-таки шла обо мне, что я считаю, что у казаха. Ну, во-первых, тебе нужно посмотреть мои стримы, у меня много друзей казахов, которые мне пишут, поэтому это обвинение я не принимаю, да. Ну и Аллах Казахстан, да. Так, этот бакинский сеет. Я имею в виду, что этот бакинский сеет смотрит. Так, Далму, у вас все будет кричать. Далму. А может даже Украину сделаем Ичкерия? Так скажи лучше. Что за бред, Адамкинг, ты несешь? Просто ты вроде такой, ну, позиционировал себя в своих вопросах мудрым человеком. А сейчас такую ахинею несешь. Держи ту марку, которую я тебе почти уже присвоил, да. Конечно, приеду. Я из Риги, Латвии. Мы вас любим. Дуже дякую, Теле. Мы вас тоже любим. И ваш флаг вот здесь висит. Вот он, ваш. Вместе с литовским. Да.
Украина – это Украина. Абсолютно с вами согласен. У меня есть друзья чеченцы, я очень горд дружить с ними. Дуже дякую. Грузинский флаг где? У тебя он на аватарке. Украина – это Украина. О, Михаил Ходорковский. Нет, не Михаил Ходорковский, да. Не Михаил, да. И даже не Ходорковский. Михаил Ходорковский – это фашист, ублюдина и подонок. Мегавор и заказчик, почему-то его освободили, убийство семьи из Тамбова. Поэтому даже не родственник, как говорится. У нас был один актер в Чечне, его звали Муса Дудаев. Муса его звали. Его остановили на блокпосту русские террористы. Открывают, а он приколист сам такой, он комик был. Ему открывают паспорт, смотрит, Муса Дудаев. Ему говорят, что, брат? Тот говорит, почему брат? Отец. Джахар Мусаевич ведь был, Джахар. Поэтому, да, покажи все флаги. Ну, висят тут сзади, все висят. Скажи, а есть ли продолжатели Дудаева, или его, может, дети? Есть надежда на такого руководителя? Ну, дети, у нас нету монархии. Хотя некоторые сейчас хотели бы ее видеть. Но у нас нет монархии. Дети, я не знаю, чем занимаются дети Джохара Дудаева. Ну, продолжатели дела, конечно, есть. Мы все дудаевцы. Дудаевцы не в смысле мы его фамилию взяли, а в смысле нам близка его идея, которую он нес, высоко подняв и имя чеченцев, и эту идею, из-за которой он отдал жизнь. Поэтому, конечно, есть. Все чеченцы дудаевцы. Даже если они не понимают это. Вы им скажите, ты хочешь жить независимо от фашистской России? Он скажет, а нас бомбить будут. А если нас не будут бомбить? Ну, у нас там нету там границы, там нету там это. А если нам границы предоставят, там, через Грузию, например, или с русскими у нас будут нормальные отношения, они не будут нам запрещать, или у нас будет аэропорт супер крутой и так далее. Если вы исключите риск, опасность после вот пережитых, реально перенесших психологическую травму чеченцев, то ни один чеченец, ну, кроме вот некоторых подонков, которые мне здесь пишут под холопными, которые думают, что если русские уйдут, они сдохнут с голоду. Потому что, чтобы они не сдохли с голоду, мы, конечно, отправим их в Россию. Поэтому каждый чеченец – это дудаевец. Имея в виду тот смысл идеи, ту идею, которую он нес, за которую он отдал свою жизнь. Салам, как ты относишься к Навальному? Не как к фашисту, имперцу, ГБшному, патрушевскому, выкормышу. Я не могу относиться никак иначе, как он этого заслуживает. С высоким чувством презрения я отношусь. Чеченцы гордый, свободолюбивый народ, поэтому настоящие чеченцы с нами. Абсолютно верно. И это залог вашего успеха, я вам отвечаю, РФ. Мы очень конкретно знаем, что такое свобода и как она должна из себя выглядеть. И мы друг друга будем в этом дополнять. А ты в Чечне эти флаги развесил? Да, вот сижу в центре Джахара, бывшего Грозного. Вот пулемет у меня на окне стоит. Жду, пока ваши эти мерзавцы подъедут. Ну, что-то не подъезжают. Я это имею в виду. Аслан, почему жав флаг?
Настоящие чеченцы без жав-флаг. Что такое жав-флаг? Я не понял. В Риге есть улица Жахара Дудаева. Да, Теле, я знаю. Спасибо вам большое, конечно. А ваш флаг здесь я повесил, потому что вы одна из стран, Литва и Латвия сперва, признали Россию спонсором терроризма. Респект и уважуха, парни. Вы всегда были последовательными, маленькими, но гордыми, как и мы, Деон. Как четко Джахар Дудаев предсказал за Украину. Да, великий человек был. Да, Ильян, да. Хочет жить зажав фашизм, свободный, как Ливан и Сирия. Вот это настоящий джигит. Что за бред ты несешь просто? После освобождения Ичкерии, как вы смотрите на Конфедерацию народов Кавказа? Очень хорошо, положительно отношусь. Очень хорошо. Но я, знаете, считаю, что как, знаете, вот эта идея джихадизма, которая была, халифат построить, освободить народы Кавказа, там, всего мира и так далее, я убежден, я знаю, в это верю, что для того, чтобы кого-то освобождать, мы должны, чтобы они этого сами хотели. Точнее, они сами должны освободиться, сами заплатить своей кровью, своим потом и так далее. Тогда они познают ценность этой свободы. Тогда они будут ценить эту свободу. Поэтому освобождать конфедерацию народов Кавказа, с которыми мы связывались, и очень нехороший у нас осадок остался. Я считаю, что чеченцы должны минимально вмешиваться в процессы, которые будут происходить в российских регионах Кавказа. Грузия – это отдельная история. И хоть это и российская часть территории Ингушетии, тоже отдельная история. Это наш народ, поэтому мы с ними как бы должны найти, хотим мы этого или нет, общий язык должны найти. Это так суждено нам быть вместе. Да. А с остальными пускай все как-то сами выходят на эту финишную прямую и договариваются между собой. Мы открыты, мы готовы со всеми. Но у нас есть свое государство. И мы хотим, чтобы наше государство и наши интересы нашего государства были на первом месте. Остальное потом все. А так, конечно, мы готовы. Как вы думаете, когда закончится война в Украине? Я не знаю точно, я это знать не могу, конечно же, но я очень надеюсь, что в следующем году, к лету, после лета, Украина выйдет полностью, освободить все границы, все свои территории. И хотя это может произойти в любой момент, в течение недели украинцы могут быстро, потому что все может рухнуть, российское вот это сопротивление может рухнуть. И очень на это надеюсь. Азербайджан, Грузия, Ичкерия, Триумвират, Центр. Супер, это отличная идея, Дион. Где нет русского влияния, с ними мы готовы разговаривать. Кадыров как царь в Чечне? Нет, это не так, конечно же, абсолютно не так. Это, конечно, хотели бы русские террористы так представить. Нет, Кадыров не царь, царем он быть не может. Это марионетка, установленная русским царем. Да, Путина можно таким назвать, именно в понимании, как русские видят его, и его манере, и прикрываясь, конечно, демократией, прикрываясь какой-то конституцией, по его манере, да и сами называют они его царем, ему это нравится, по всей видимости. Поэтому, нет, Кадыров это марионетка, это никто, ноль без палочки Кадыров. Ноль без палочки. Кровавый предатель. Мне сказали, предателем он не называют, потому что он не может быть предателем, так как он не из чеченцев. Поэтому просто гауляйтер. Русский гауляйтер. Так, у нас тревога, сидим в укрытии. Энджин, где это? Где? Держитесь. Слава. Так, никакой славе России мы не даем. Ваш Израиль флаг удещу оттитик. Хуно омятит, она и там целауны. Джахар знал про планы, просто поэтому озвучил ее. Так.
Израиль сказали, для чего там? Не ерничай, реально интересно может, я не понимаю. Подрастешь, узнаешь. У меня подруга с Грозного, которая до сих пор этот ужас вспоминает, как они вынуждены были покинуть. Я была маленькая, экскурсовод рассказал, как россияне вырезали там всех до последнего младенца. И именно так, Елена. Вот, может, кто-то не поверит, много слишком лжи в этом деле. Русские террористы вырезали детей. Они вырезали беременных женщин животы, доставали оттуда детей. Они убивали полуторалетних детей выстрелом в висок, спарывали животы, развешивали этих детей перед школой на проволоке, подвешивали и писали «Русский медведь проснулся». Сжигали заживо, вырезали сердца женщинам, мужчинам, это, и сжигали, топили, закапывали заживо. Массово. Еще мы многого еще не открыли. Отрезали руки, ноги пленным, отрезали, сжигали их, эти руки, ноги. Просто все, что возможно сделать, вот то, что у вас было в Буче, это, это вообще ни о чем. Вот при всех ужасах, может, кто-то не может понять, потому что предел его ужаса произошел, когда он увидел все, что было в Буче. Это было реально ужасно, что они делали в Буче и в других населенных пунктах Украины. Но я вам скажу, что Буча по сравнению, как и референдумы, которые они у вас проводили сейчас, так вот, ваши референдумы, это были образцово-показательные референдумы. Понимаете? При всем при том, что это псевдореферендумы, и они незаконны на территории чужой страны, захватив ее, проводить аннексию таким способом нельзя. У нас это проводилось, когда каждый день 1, 2, 3 БТРа танка мы подрывали, шла диверсионно-минная война, и голосовали у нас оккупанты. То есть русские, которые пришли на нашу землю, они у нас и голосовали. То же самое было и как с преступлениями, которые совершались у нас в стране. С разницей только что это происходило массово на территории всей республики. Да? Ваша маленькая Буча это вся наша маленькая республика, но она 17 тысяч квадратных километров. Небольшая, около 17 тысяч. Ну и, скажем так, не маленькая. И еще одна очень существенная разница была в том, что было в Буче и в Чеченской республике, как в Буче. Да? После Бучи доставались трупы, назывались фамилии, адреса, части, названия частей русских оккупантов и террористов и имена убитых. А Чеченская республика, как эта Буча оказалась в лапах русских террористов, так и осталась в лапах этих русских террористов. И тот ужас, который пережили жители Бучи, оставшиеся в живых, вот это и есть чеченцы, которые не освободились, а остались на годы в лапах вот этих убийц и тиранов. Просто представьте, в каком состоянии находились вы. Просто нужно пообщаться с этими жителями Бучи и сказать, сколько, если бы вы не 2 недели, не месяц пробыли бы под оккупацией, там сколько было дней. А вот оказались вы на 20 лет там. А ваших убийц, которые туда приезжали, да, и совершали эти преступления, как, например, Владимир Шаманов такой был. Его в овальном кабинете Джордж Буш, с ним фоткался, принимал его. На него на груди висит звезда Героя России. А эта звезда ему дана за нашу кровь, за наши жизни ему она дана. Массовые убийства совершали под его руководством вот этой свиньи Валерия Владимира Шаманова, совершались эти преступления. Каково было бы жителям Бучи, если бы их наградил бы не Путин гвардейской какой-то там звездой, вот этот полк, который там дислоцировался и совершал эти преступления. А если потом его привезли бы, и Байден еще наградил бы. Сказал бы этого командира, молодец, красавчик и так далее. И потом подумайте, как бы отнесли жители Бучи и всей Украины к Америке,
к Западу, к миру, которые так поднеслись. И еще раз, эта Буча была вся республика. У нас каждый населенный пункт это Буча. Каждый населенный пункт это Буча. Убивали, твари конченые, конечно. Страшные преступления совершались. Латвийцы, конечно, маленький, гордый народ. Мы воевали против России и Германии одновременно и победили. Респект и уважуха вам. Тревога сейчас по всей Украине, вся карта красная. Я знаю огне, но давайте вот вспомним, ну, Бучу, Ирпень, понятно. Это все тоже стало. Ну, вообще вспомните истории. Сколько раз было такое, что военнопленные, которые добровольно под гарантией международного сообщества сдаются оккупантам, врагам, а они их просто сжигают заживо, военнопленных. Вот я не слышал, чтобы вот нацистская Германия, которая такие ужасные вещи говорят, и были суды, и признаны были они, чтобы они вот так совершали, так откровенно, пренебрежительно к человеческой жизни, к международному праву. Все, что делает Россия, это всегда уходит за рамки. Вот все, что вам придет в голову, что это невозможно, этого быть не может. Вот вы можете по какому-то там конкретному случаю сказать, вот это русские уже сделали. То, что вам придет в голову, что это невозможно сделать, они это уже сделали много раз. У вас даже в голове нет, что они могут сделать. Но это такая Россия. Вам придется привыкнуть. Вы сперва один раз увидите Бучу, второй раз Ирпень увидите, потом увидите Аленовки, Еленовки, вот эти убийства, потом увидите вот какими отдают азовцев. Просто мы знаем, какими они отдавали чеченцев. Они брали наших гражданских в обмен на своих военных. Вот когда гражданских мы своих забирали, просто чтобы их жалко было людей. Мы не могли содержать, нам этих русских девать некуда было. И плюс родственники чеченцев ходили, пытались как-то вытащить своих. Просто ты на блокпосту проезжаешь, тебя задерживают, все. Ты попадаешь в ад просто. И вот их обменивают. Наши гражданские, которых мы забрали, они умирали через день, через неделю. Или оставались инвалиды. А мы их даже не били. Знаешь, пальцем не трогали. Русских пленных. Это страшные люди. Все, что они делают, это ужас. Это с ними нельзя вести никаких переговоров. Никаких переговоров с ними нельзя вести. Это людоеды. Если кто-то думает, что вот сейчас мы там как-то обижены на кого-то. Не так, мы все потеряли. У чеченцев уже нет ничего. Наша страна оккупирована, убиты все, кого только можно было убить. Здесь, в Европе, мы уже 300 тысяч спаслись. По идее, мы могли ничего не делать и сидеть и просто злорадствовать над всеми, над всем миром, который не слушался нас. А нас, американский профессор Пол Гоббл назвал очень четко, мне нравится это выражение, которое он применил, что Чечня была канарейкой в угольной шахте, которая как индикатор сообщала об опасности. Ну, мы понимаем, что мы не можем сидеть в стороне, и мы не будем сидеть в стороне. И у нас еще большие счеты не закрыты с фашистской Россией, террористической бандой ФСБ. И все будет Ичкерия, да, Алмула. Почему кадыровцы все это забыли? Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Мне очень жаль, что такие чеченцы среди нас есть и были. Но эти кадыровцы убивали нас, забыв, что вот было вот эти все Бучи, Ирпени, Самашки, Алды, Катарюш там и так далее, каждый населенный пункт. Они их родственников убивали, они выходили за русских фашистов и убивали нас.
репрессировали, преследовали и так далее. Я не знаю, что у них вместо сердца в этой груди. Я не знаю, у них нет сердца. У них нету ни совести, ни чести, ни мозгов, ничего у них нет. Так, деревня Закопом живу, есть документальный фильм английский в Ичкерии. Да, у нас тоже оккупанты голосовали. Голосовали, да? Ну да, это не могут. Так, Россия держава-террорист, все визнали, НАТО закрывает небо. Супер просто. Отлично, Игорь. Так, вот сидишь, так. Тебя найдут, говорит Шамиль. А что меня искать, Шамиль? Я тут, что меня искать? Витаю вас, витаю, Винстон, витаю. А править будете по каким законам? Что вы имеете в виду? У нас есть конституция, принятая в 92 году, за 1,5 года до фашистской конституции, фашистской России, в которую незаконно включили нашу республику. У нас есть своя конституция, соответственно, международным правом, конституцией. Мы демократическое, светское, правовое государство. Какие вопросы? 150 краін визнали Россию держава-террорист. У всех конец. Дай Бог, Игорь, дай Бог. Ичкерия будет обязательно. Да, ночи. Ты в опасности, говорит Кристина. Береги себя. Спасибо. В чем проявляется фашизм русских? Ну, я только что тебе рассказывал, что Ирпень и Буча. Тебе это говорит о чем-то? А теперь представь, что это находится не в России, что это чужая страна. Вот это и есть ваш фашизм. Империализм ваш – это и есть фашизм. Людоедский фашизм. Человеконенавистническая идеология, русизм, управляет русским фашизмом. Это уже давно пора понять. Тримайтеся и единайтеся, та переможете. Дай Бог. Один сценарий у них с Чечней и Украины. Конечно, у них одни методички, одни и те же лица начинали эту войну. И воевали против нас. Это тот же Путин и Патрушев. Это одни и те же люди. Настоящие патриоты Ичкерии боролись бок о бок с грузинами и теперь с украинцами. Да, именно так. Кременчук, Украина. Мы шутим, что лучшая еда для латышей другой латыш. Но когда идет враг, мы прощаем своим все и в атаку. Супер. Так, шаг долу, где дойдошу. Так, каким правилам? Вы молодец, брат ночь. Слава Украине. Героям слава, Нурлан. На каком лучше языке? Что вы имеете в виду, Винстон? На каком лучше языке? Если речь идет о развитии нашего государства, я бы сделал государственный язык, конечно, чеченский язык. И второй язык, как сейчас мы знаем русский язык, я бы обучал бы английскому языку. Это мировой язык, это язык технологий, язык науки, язык прогресса. И мы должны массово переходить на английский язык. Что я непременно буду заниматься этим вопросом. Со школы просто. Это будет супер интересно, Диана. Так, потому что с Родиной это. Но в первую войну с Чечней же начинал Ельцин. Нет, не совсем так. Первую войну начинала террористическая банда КГБ во главе со Степашиным, Лобовым, Дунаевым и другими товарищами. Ельцин, как агент КГБ, бывший председатель Свердловской области, которого назначили для того, чтобы
перейти с колхозной экономики, да, на рыночную, на мировую экономику, капиталистическую экономику. Был разыгран такой спектакль. Группа ФСБшников, КГБшников. Поэтому вот таким образом они попробовали переформатировать страну. И первое, что им пришло в голову, это отвлечь внимание от разграбления. А для этого это и делалось. Нужно было разграбить страну, все советское прибрать определенным рукам. И они, КГБшники, начали эту войну. КГБ, имперские товарищи начали эту войну. Ну вот, как-то так, да. И КГБшники начали вторую войну. Я не верю, что если в России и поменяется правительство, что-то изменится. Политика их неизменна. Абсолютно, Елена, я с вами согласен. Изменить Путина, например, Байден говорит. Я поддерживаю то, что делает Байден. Я поддерживаю то, что делает Блинкен. На самом деле это молодцы. И вообще любая администрация, которая сейчас приходит, в том числе и Трамп, они все делали для того, чтобы помочь своей стране и максимально, соответственно, навредить фашистской России. Но я не согласен с тем утверждением, я не знаю, с какой целью они это делают. Они говорят, что это война Путина. Нет, это не война Путина. Это война КГБ, ФСБ. Это борьба фашистского империализма против свободного украинского народа. И я считаю, что нужно именно вот эту террористическую банду ФСБ люстрировать, рассекретить все архивы, привлечь одиозных террористов к уголовной ответственности. Только тогда что-то может измениться. Конечно же, не оставляя их, нужно, во-первых, фрагментировать российское государство. Все, кто хочет или может хоть как-то отделиться, нужно их отделить, разъединить и установить протекторат. Как-то так. Так, Басаев Шамалгалар Эрвельча. Басаев Шамалгалар Эрвельч и Хадавиган Хаихун. Сунца Хадавиган. За язык браво. Методичку вам американцы писали. Галина, ну ты хотя бы вопрос задала бы. Зачем так нагло утверждать? Короче, в Раше рулит ФСБ. Да, мафия ФСБ. Байден уезжай, поддерживает его скинут. Россия держава-террорист. Да. Я казав, что их изолюют ніяких бали. Согласен с вами полностью. Так, залп из томагавк под корягу Кремля нечисть зло. Ури маршвой. Турский ОМОНу швирталет. Тахаэн двигатель он. Турский ОМОНу швирталет. Тахаэна двигатель он. Что-то я не понял. Турский ОМОН. 2 вертолета. Тахаэна двигатель он. Не понял я, конечно. Я искренне пробовал. Ох, если бы возможно было бы, думаю, что через лет 10, не меньше. Ну, посмотрим. Неважно сколько, надо продолжать дело. Патрушев это кто? Это русский Фредди Крюгер. Абсолютное зло. Больше даже зло, чем Путин, я вас уверяю. Аслам алейкум, земляк с Израиля. Ва алейкум ассалам. Сергей Назаров. Шалом. Правительство в изгнании. Так, Аслан. Так, узнал я тебя, Ури, да? Так, друзья, давайте я на этом свой стрим закончу. Спасибо, что наставили столько лайк, потому что кто-то их упорно ставит, это я уже знаю, да? Каждый раз спасибо за лайки, за поддержку, за комментарии. Я этот стрим выложу у себя в YouTube-канале Reality. Подписывайтесь на него, друзья. Спасибо, Людмила, за подарки. Всем за подарки спасибо. Все будет ночью Ичкерия. Дай ему слава Украине. Господи, благослови Америку.
Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Машуэль.